Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Организация и проведение субботников, подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, переселение граждан из аварийного фонда и пожарная безопасность. Эти вопросы обсудили в рамках очередного информационного дня. Информационная группа во главе с заместителем главы администрации Антоном Скворцовым и заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашии Лидией Борисовой посетила городской рынок, Канашский медицинский центр и 7-ю школу. С населением обсудили актуальный вопрос благоустройства города. 20 и 27 апреля объявлены общегородские субботники. С 1 по 30 мая 2019 года у нас в городе проходит санитарно-экологический месячник. И, соответственно, начиная с 20 апреля будет проходить уборка территорий во всем городе. Я призываю всех жителей города принять участие в этом мероприятии, выйти на улицы и помочь администрации, всему городу привести его в надлежащее состояние. 9 мая и накануне в Канаше будут организованы концерты, шествия, митинги, различные акции, посвященные Дню Победы. 9 мая с 8 утра и до 10 вечера мероприятия пройдут на всех городских площадках. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Согласно федеральному проекту, аварийными и подлежащими сносу признаны 8 многоквартирных домов общей площадью 2000 квадратных метров, где проживает 118 человек. Еще одна не менее важная тема – пожарная безопасность. С начала года на территории города произошло 9 пожаров. Ущерб составил 830 тысяч рублей. 1 человек получил травмы, 1 погиб. Сжигание сухой травы на сегодняшний день является опаснейшим занятием. Впереди майские праздники, открывается шашлычный сезон. Имеются ограничения посещения лесных массивов с разжиганием огня. Необходимо быть осторожными и внимательными. Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся и студентов, общаются с работниками организаций. В конце встречи руководители информгруппы ответили на вопросы населения. Я мать 3 детей, мой муж умер. Я, получаю за каждого ребенка минималку. Так как он работал в Сбербанке, и у него были заработки хорошие. И сказали, если бы у вас было 2 ребенка, то вы получали там, хорошо начисление по 10 с лишним тысяч, это еще 3 года назад. А так как у вас 3 детей, вы получаете минималку. Почему так? Размер устанавливаемой пенсии на каждого иждивенца, он зависит от общего числа иждивенцев умершего кормильца. Весь пенсионный капитал, который был сформирован на период трудовой деятельности умершего кормильца, он делится на число тех иждивенцев, которые претендуют на назначение пенсии. Но поскольку не 2, а 3, 2 это меньше, чем 3, соответственно, да, весь размер пенсионного капитала будет делиться, соответственно, на 3 человек. Ну и размер, получается, ежемесячной выплаты на каждого меньше, чем было бы предусмотрено на 2, да? От этого зависит размер установленной пенсии. Вот если общая сумма пенсии с фиксированной выплатой на ваших иждивенцев не достигает установленного минимума в Чувашской республике, который у нас в текущем году составляет 7953 рубля, к размеру пенсии добавляется федеральная социальная доплата. Все вопросы были выслушаны и переданы в соответствующие ведомства. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева. Вести недели. Весенняя призывная кампания в самом разгаре. Более 150 новобранцев из 3 муниципалитетов города Канаша, Канашского и Янтиковского районов должны призваться в ряды вооруженных сил Российской Федерации. По каким критериям оценивают здоровье будущих солдат? Об этом Ирина Константинова. Перед началом службы молодые люди проходят медицинскую комиссию, которая определяет группу здоровья призывника. На основании этого заключения выясняется, может ли молодой человек служить и в каких воинских частях. Сегодня в отделе военного комиссариата медосмотр проходит 50 ребят, получивших на руки повестки. Опытные врачи не первый год участвуют в медосмотре и о здоровье призывников знают многое. В основном болеет, конечно, основная причина – это болезни костно-мышечной системы, болезни глаза, психологические проблемы и заболевания органов кровообращения. После медосмотра отсеивается около 10%. Остальные – это отсрочка по учебе, это служба в армии, это по семейным обстоятельствам. По состоянию здоровья не так много этого.
На первое заседание призывной комиссии пригласили 10 парней из числа жителей города Канаша. По состоянию здоровья молодые люди годны к военной службе и достойны служить на родине. В составе комиссии сегодня представители здравоохранения, социальной защиты населения, органов внутренних дел, отдела образования, службы занятости. На протяжении ряда лет уклоняющихся от явки в военный комиссариат осталась единица, отмечает военный комиссар. Ребята, которые закончили среднетехническое образование, высшее образование, вправе заключить с Министерством обороны Российской Федерации, значит, контракт на 2 года. Им дано право выбор города, выбор род войск. На сегодняшний день 23 парня написали заявление о заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Норма призыва граждан на военную службу на весенний призыв 2019 года установлен штабом Центрального военного округа по Чувашской республике в количестве 1398 человек. Через Канашский военкомат должны призываться 155 ребят, в том числе 63 из города Канаша. Те же, кто не служили без уважительных причин, в 27 лет вместо военного билета получат справку, в которой отмечено, что они уклонялись от призыва, не имея законных оснований. Такие люди в дальнейшем не смогут занимать должности в государственных, муниципальных учреждениях и силовых структурах. На первом заседании призывной комиссии было рассмотрено 3 подобных дела. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Елена Блацова. Вести недели. Второй тур республиканского конкурса учителей чувашского языка, на котором побывала наш корреспондент Марина Баринова, выявил сильнейших в 5 номинациях. Педагоги из 3 школ города представили мастер-классы на тему «Педагогические находки» и «Чувашский костюм». Подробности в сюжете. Цель конкурса – выявить творчески работающих учителей, их умение делиться передовым педагогическим опытом и профессиональным мастерством. А самое главное – умение развить и сохранить чувашский язык. Чувашская республика – многонациональная республика. 60% проживающих из них – это чуваши. Но, к сожалению, не все 60% разговаривают на своем родном чувашском языке. Большинство у нас пропагандируется русский язык. Культура прививается к языку, конечно, в семье. Все зависит от семьи. Как родители настроены, на каком языке воспитывать ребенка, на каком языке разговаривать с ребенком. Поэтому в школах сейчас дали право выбора на изучение родного языка. Мы с удовольствием их принимаем в школе, обучаем их говорить правильно на родном чувашском языке, прививаем любовь к культуре, к народным традициям. Презентация автобиографии – отличная возможность рассказать о себе и о своей любимой профессии. Как говорят в народе, «Таван черхезер, чен-чен пелю щук». Мы должны приобщать детей к истории и культуре, обычаям и традициям родного чувашского народа, воспитывать их в духе уважения, любви к своему народу. Также прививать любовь к родному языку, изучать, научить видеть и чувствовать его красоту, силу слова. Все участницы продемонстрировали свое профессиональное мастерство, сценическую культуру, наличие новых, оригинальных подходов к обучению родному языку. Чувашчылыхи не вредне, чувашчылыхи литературе вреднемай, а часыне предмет пака саклантар саями, тван шершива, тван чылхене, тван халыха юратма врене, перентеп теле булныне аланса или тебе. Также участницы представили на суд жюри дефиле на подиуме «Чувашский национальный костюм». Хам алба ширене, хам алба терлезеем лепники винни. Хам кибине ширене чухни, эбе балла, элькамал. Ширулы, терабулы, дещевашсень. Был ширулыға жудайыне зіртірлене. Кебе илемле болдыр дезе, балла чевашсень юладны тезезіне узы кузны. Учителя родного языка постоянно пишут в газетах свои статьи, делятся опытом работы с учителями республики, с учителями города. И они накопили благодатный материал для того, чтобы поделиться на таком интересном методическом семинаре своими накоплениями. И я думаю, сегодняшнее наше городское мероприятие поспособствовало тому, чтобы они смогли показать друг друга, обменяться опытом
и принять участие уже на следующем этапе, это на республиканском этапе конкурса учителей чувашского языка. 5 номинаций нашли своих победителей. Педагог-мастер Татьяна Сидорова, школа номер 1, педагог-наставник Людмила Романова, школа номер 6 и 3 номинации были вручены учителям школы номер 3. Педагог-автор современных методических разработок по чувашскому языку Галина Иванова, за сохранение и развитие чувашского языка Нона Алексеева, педагог-дебютант Ирина Николаева. Мне кажется, такие конкурсы нужны, они вдохновляют, они дают новые силы и сплачивают даже нас, учителей города. Поэтому общее впечатление мне очень понравилось. Я в своей практике стараюсь использовать какие-то игровые технологии, особенно с начальными классами. Это очень интересно детям. Они с удовольствием играют, с удовольствием участвуют. Даже те, которые, может быть, в обычном уроке, в обычном традиционном, не стали бы себя проявлять. Поэтому наши уроки проходят весело, детям нравится. Отборочный тур фестиваля талантов «Наши имена» назвал финалистов. 22 художественных номера порадуют зрителей и строгое жюри на финале, где примут участие более 1500 юных талантов. За кулисами сцены побывала наш корреспондент Марина Баринова. Девиз «Зажги свою звезду» отлично характеризует своих участников. Каждый стремится ввысь к творческим успехам, вершинам славы и признанию. За время второго отборочного тура, а это более 4 часов, на сцену вышло свыше 700 человек. 54 номера в неимоверно сложных условиях оценивало справедливое жюри. Участники волновались не по-детски. Музыкой я занимаюсь долго, буквально с детства. Это мое очень любимое занятие, и поэтому с детства пытаюсь достичь своей цели и стать лучше. Я занимаюсь в музыкальной школе 5 лет. Начала ходить в Дом детского творчества, получается, это 1-й год. И до этого ходила 7 лет, 8 лет в городской дворец культуры. А также я хожу в хор школьной «Планеты детства». На концерте были представлены номера различных направлений. И, несмотря на волнение, каждый выкладывался на все 100. Ребята пробуют себя. Кто первый раз выходит на сцену города, это очень нужно, очень важно. Мы принимаем участие в этом конкурсе. Мы прошли 1-й тур. Сейчас мы принимаем участие во 2-м туре, и мы надеемся, что мы попадем в финал и займем место. 22 номера, в том числе вокальных и хореографических, выйдут на сцену в финале фестиваля. 29 апреля независимое компетентное жюри, в состав которого войдут представители Республиканского центра народного творчества, оценят 80 художественных номеров. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, Дворец культуры. Поэт и боец спецотряда Сергей Ефимов вновь на малой родине. Литературную встречу он посвятил 370-летию пожарной охраны России. Земляков пригласил во Дворец культуры. Полковник полиции, ветеран специального отряда быстрого реагирования «Рысь» и замечательный поэт Сергей Ефимов, чьи стихотворения легли в основу ряда песен Александра Маршала. Его исполнением и был открыт поэтический вечер. Если мы обратимся к истории русской литературы, русской культуры, то увидим, что она неразрывно связана с историей русского офицерского корпуса. Да? Это Денис Давыдов, генерал-майор и великолепный поэт, да? Партизанский генерал. Это Державин. Это Лермонтов, это Гумилев. Список можно продолжать бесконечно, поэтому нет ничего удивительного в том, что люди в погонах еще оказываются и пишущими людьми тоже. Так совпало, что вот в апреле несколько праздников, прежде всего это мой личный праздник, у мамы юбилей, вчера был 60 лет моей маме, спасибо. Вот, в апреле 370 лет пожарной охраны. Моя мама 16 лет отдала пожарной охране, да, прослужила там. Вот, мои друзья моего детства служат в пожарной охране. И именно так вышло, что в настоящее время, даже когда вроде бы, казалось бы, в мирное время, да, люди пожарной охраны – это люди, которые каждый день находятся в состоянии боевой готовности, так же, как и офицеры спецназа. И вот как раз моя основная идея – это о том, что мы люди одной семьи, мы одной крови, боевое братство. Боевое братство – это не обязательно с автоматом в руках, это в том числе и с бронзбойтом в руках тоже. Это те люди, которые спасают, защищают, это вся одна семья. Это вот идея моего вечера. На встречу с давним другом приехал Александр Бараматов, чтобы лично поздравить друга детства с очередным поэтическим сборником. Мы с Сергеем это мероприятие запланировали еще с прошлого года. Более конкретно стали готовиться мы совместно с администрацией города, с администрацией Дворца нашей культуры где-то около месяца назад.
И мы с Сергеем согласовали, и этот вечер будет посвящен, совместный вечер Сергея Ефимова и ансамбля «Служу Отечеству», посвящен 370-й годовщине пожарной охраны, которая пожарное братство будет отмечать 30 апреля в этом году. Маме поэта Надежде Ивановне выразили благодарность за воспитание прекрасного сына и за ее плодотворный труд в сфере МЧС. На канадцев можно надеяться. С ними не только в разведку, с ними после разведки еще можно в бой ходить. Они молодцы. Давай поаплодируем наших канадских бойцов. И вот в преддверии празднования 370-летия пожарной охраны Российской Федерации я просто хочу напомнить, что в свое время, в 1649 году, вышел наказ о городском благочинии, вот где было и указано первые упоминания, первые, будем говорить, законы о пожарной безопасности. Этот день у нас отмечается как День пожарной охраны Российской Федерации. Надежда Ивановна, она у нас замечательный человек. Я вот много думали полковником, она приходила на работу как на солнце. И вот я решил именно такой подарок дать. Приятным сюрпризом было и выступление сына Сергея. Стихи в его исполнении задели за живое каждого. Горные вершины, реки и моря, лучшая на свете Родина моя. Я горжусь могучей, сильной страной. Она стала каждому мамочкой родной. Бой часов прокатится с башни от Кремля. Здравствуй, моя Родина, русская земля. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, Дворец культуры. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет низких цен «Светофор» в Канаше уже зарекомендовал себя как магазин с большим ассортиментом товаров по приемлемым ценам для семьи и для дома. Магазин нам очень нравится. Здесь много товаров для дома, для хозяйства. Для ребенка можно найти и памперсы, и питание есть. Очень ассортимент нам нравится. Экономим семейный бюджет. Покупателям удобно посещать «Светофор» дружными семьями, так как каждый из ее членов находит необходимый ему товар. Кроме широкой линейки продуктов питания, куда входят консервные, кондитерские изделия, крупы, полуфабрикаты, имеется отдельный зал для мясных, молочных, колбасных изделий. Широко представлены и детские товары, бытовая химия, цветы, посуда, одежда и сезонные товары. Уже сейчас садоводы и огородники смогут пополнить запасы необходимого инвентаря. Открываем дачный сезон вместе. У нас в наличии укрывной материал, грунт, побелка, грабли, лопаты, ведра и многое-многое другое. Магазин очень хороший, мне очень нравится. Почти каждую неделю посещаю этот магазин. Цены приемлемые, выбор очень большой. Можно походить, погулять, посмотреть, ознакомиться с товаром. У нас продукты не залеживаются на прилавках, за счет чего имеет хороший срок годности. Цена продажи всегда ниже, чем у конкурентов. Поэтому магазин «Светофор» выбирает те, кому дорого время. Мне нравится в магазин «Светофор» ходить за игрушками детскими, здесь они дешевле, за чистящими средствами в основном. «Светофор» привлекает покупателей разнообразными акциями и подарками, предлагая более 100 наименований товаров. «Светофор» напрямую сотрудничает с производителями, поэтому мы можем позволить доступные цены для населения. Ассортимент «Светофора» постоянно обновляется. Мы предлагаем широкий выбор товаров для дома, для хозяйства, садово-огородный инвентарь, сезонный товар. Постоянно устраиваем акции, чтобы население могло экономить свой семейный бюджет. Совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Курица охлажденная 1 килограмм 109,90. Сервелат зернистый 149,90. Стиральный порошок «Биолан» 5 килограммов 400 граммов 239,90. Сроки и условия акции уточняйте в магазине.